Первый день форума с участием представителей стран БРИКС начинается с экскурсии. Первая точка – древний город стражников Хой. Здесь их встречают национальным чеченским блюдом чепалгш. После гости смогли окунуться в атмосферу города и прочувствовать историю Чечни. Они стали свидетелями мастерства исполнения национального танца лезгинка. Знаете, колоссальнейшее впечатление. Я даже не успеваю еще осваивать все то, что здесь происходит за кратчайший срок. Природа. Во-первых, горы. Вообще очень интересная земля, народ какой, народ, приятнейший народ, гостеприимный народ, а еда какая, вкуснейшая еда. Поэтому это для меня уже, знаете, сложилось такое приятнейшее впечатление о характере народа, исходя из того, какая природа, какие люди, какое питание и тому подобное. Далее участникам показали кампус карбонового полигона ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова. Затем презентовали возможности туризма в Чеченской Республике. После прогулки по высокогорному озеру Казиной-Ам гости посетили самую большую мечеть в Европе, гордость мусульман имени пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в городе Шали и мечеть Сердца Матери имени Аймани Кадыровой в Аргуне. Я здесь нахожусь как частный инвестор, как бизнесмен, как делегат BCMF BRICS Culture Media Forum. Для меня это было большой честью посетить город Грозный первый раз в жизни. Спасибо огромному глобальному президенту доктору Джанни Сарлону за то, что он пригласил меня. И я вижу, что множество возможностей открывается. Удивительная атмосфера города Грозный, части России для меня, как для мусульманина, для носителя исламской веры, является особенным стимулом для того, чтобы и вновь еще раз посещать. На второй день форума во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева начинается его деловая часть. С приветственным словом выступил помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он рассказал о преобразовании Грозного за короткий период времени, который совсем недавно был разрушен. Сегодня мы с гордостью констатируем, что Чеченская Республика – это один из самых стабильных, безопасных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. И в данном контексте налаживание горизонтальных связей со всеми регионами, налаживание международного сотрудничества является ключевым аспектом деятельности главы Республики Рамзана Амальевича Кадырова. В своем выступлении советник главы региона, директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов обратил внимание на духовную значимость проведения данного форума. Он подчеркнул роль первого президента Чеченской Республики как лидера, который объединил мусульман и возродил истинные исламские ценности. Духовность, религиозность – это самое важное в жизни человека, в частности верующего человека. Я всегда в мероприятиях, конференциях, собраниях упоминаю нашего первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Он был и духовным лидером, он был и президентом Чеченской Республики. И многие свидетельствуют, что в нашей исторической практике это человек, легендарный человек, который был муфтием, духовным лидером, и в то же время стал президентом республики, стал руководителем республики. Это говорит о том, что человек духовный, который имеет исламское образование, является духовным лидером, смог руководить своим народом, вывести свой народ из большого хаоса, вывести прекрасный свет жизни. Поэтому духовность – это очень важно в нашей жизни. Гости, в свою очередь, отметили роль Чеченской Республики в развитии всей России. Я хотел бы выразить признательность и благодарность правительству России, которое проявило доверие к этой общине Чечни. И теперь мы можем сказать, что это самая лояльная община во всей России, которая оказывает всестороннюю поддержку России. После панельных дискуссий состоялась презентация проекта «Детская академия дружбы народов Ахмат». Затем мусульманская часть делегатов совершила пятничную молитву в центральной мечети. Гости отметили высокий уровень религиозности и свободы вероисповедания в Чеченской Республике.
Мы очень рады видеть исламскую культуру в Чечне. Люди очень помогают во всем, очень счастливы, очень гостеприимны. Куда бы ты ни пошел, везде свобода, и все разговаривают очень дружелюбно. Грозный очень красивый город. Как только мы приехали, мы посетили горы, посмотрели город и большую мечеть. Все очень красиво, и люди очень гостеприимны. В завершающий день участники обсудили инвестиционный потенциал Чеченской Республики и развитие сотрудничества в сфере образования и науки между странами БРИКС. Хава Айдемирова, Халимат Шахидова, Адам Яхяев, Асхаб Керимов. Неделя.